В эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах. В Горном Улусе начинается месячник по контролю за безнадзорными собаками. Административная комиссия начнет поквартирные обходы для проверки наличия паспортов и прививок у животных. В Усть-Алданском Улусе прошла акция в поддержку людей с нарушениями зрения. Центральным событием месячника «Белая трость» стала презентация цифровой лупы. Спектакль «Волшебная мельница Сампа» удивляет зрителей подлинным звучанием хомуса в Москве. Горловое пение в исполнении якутских артистов стали душой постановки. На пленарном заседании Ултумена депутаты приняли изменения в законодательство Якутии. Правки приняты большинством голосов. Депутаты проголосовали за поправки 54 депутата. Изменения затрагивают 6 статей основного документа республики. В статье о местном самоуправлении пересмотрят формулировку. По новым правкам главы районов будут наделены дополнительными полномочиями, механизм которого сможет повлиять и на федеральные структуры, и на крупные компании. Также в статье 22 об образовании государство гарантирует бесплатное обучение детского сада, общего и среднего специального образования, учитывая риски для малокомплектных и кочевых школ, а также бесплатность обучения в 10 и 11 классах. Я считаю, что здесь было особо важным, когда глава республики Арсений Сергеевич Николаев, как гарант Конституции, четко обозначил позиции республики. Да? Это бесплатность 10-11 класса для обучающихся наших школьников, да? А также возможность поступления в колледжи после 9 класса. Был рассмотрен самый главный, на мой взгляд, вопрос этого заседания. Это принятие изменений, дополнений в Конституцию нашей республики. Он и юридически, и фактически полностью объединил, скажем так, Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Саха-Якутия. Депутаты в первом чтении приняли закон о государственном бюджете Якутии на следующий год. Прогнозируемый общий объем доходов государственного бюджета Якутии составит 309 миллиардов рублей. В том числе объем безвозмездных поступлений 85 миллиардов рублей. Объем расходов в 2026 году составит 317 миллиардов рублей, дефицит 7 миллиардов рублей. На 2027 год общий объем доходов в бюджет прогнозируется в сумме 350 миллиардов рублей, на 2028 год 315 миллиардов. Объем расходов в следующем году прогнозируется в объеме 353 миллиардов рублей. В республике продолжается работа по обеспечению военнослужащих на специальной военной операции дополнительным снаряжением и оборудованием. Опорные пункты продолжают системную работу по снабжению участников СВО. Уже на этой неделе в зону проведения специальной военной операции доставят продуктовые наборы ко Дню народного единства. Также в активной фазе отправка гуманитарной помощи от Якутии. При поддержке предприятий, организаций и граждан республики до закрытия переправы через Лену планируется отправка 3 рейсов с автотехникой, гуманитарным грузом и адресными посылками для военнослужащих. В Горном Улусе объявлен месячник по контролю за численностью безнадзорных собак. В связи с этим будет усилена профилактическая работа. В последние годы началась работа по чипированию наших четвероногих друзей. Однако количество собак на улицах растет день и ночь, что вызывает беспокойство у населения. Усугубляет проблему то, что не все владельцы собак держат своих питомцев на поводке и в наморднике. В дальнейшем административная комиссия будет обходить каждый дом, проверяя наличие у собак паспортов, прививок и условия их содержания. Важно отметить, что усилиями одной лишь комиссии невозможно навести порядок и сократить число безнадзорных собак. В этом вопросе необходима поддержка и помощь со стороны населения. Чип необходим для того, чтобы идентифицировать владельца. Если, например, собака или животное потеряется, по этому чипу можно обнаружить владельца, и этот чип невозможно подделать. Например, собаки меняются, взрослеют, любое животное, а номер чипа не меняется. По нему можно установить владельца, например, если вы потеряете собаку или кошку.
Туристическую привлекательность региона во многом формируют предприниматели. Якутия здесь не исключение. Только в этом году на развитие бизнеса в индустрии гостеприимства выделили 30 миллионов рублей. И все это благодаря президентскому национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Как меры поддержки меняют жизнь якутян, расскажет Эржен Гармаева. С высоты сопок долины Туймада видны не только красоты северной природы, но и масштаб столицы. Ставку на такой многогранный пейзаж решил сделать Илья Гаврильев. В этом году он открыл туристическую базу на Покровском тракте. Решение стать предпринимателем спонтанным назвать нельзя. Как признается Илья, мечту о своем деле он лелеял всю жизнь. Воплотить ее в реальность сподвигла программа поддержки бизнеса в сфере туризма. Случайно мне друг направил документ о том, что выделяется финансирование федеральное на постройку модульных домиков. Я начал изучать и быстренько сделал проект, направил, где я получил отказ в апреле. И потом мы вошли во второй поток. Нам объявили о том, что в декабре или в ноябре, что мы получаем деньги, и у нас остался год на постройку наших заявленных планов. В сжатые сроки Илья успел возвести 5 домов и провести коммуникации. Одним словом, сделать территорию комфортной. С реализацией проекта Илье помогала жена Мария. Вместе с супругом было легче справиться со всеми вызовами предпринимательства, да и обустраивать уют для гостей семейному подряду сподручнее. Они продолжают делить все беды и радости, и как пара, и как бизнес-партнеры. Я веду работу с клиентами, я принимаю брони, я рассказываю про базу. Конечно, были страхи, но мы оба друг друга поддерживаем во всем. Осуществить задуманное удалось благодаря национальному проекту «Туризм и гостеприимство». В его рамках до 2 ноября проходит конкурс проектов по улучшению инфраструктуры для путешественников. Сейчас предприниматели могут выиграть, тоже получается, поучаствовать в этом конкурсе и выиграть до 3 миллионов рублей по каждому направлению. Каждое направление – это 1 миллион рублей. Какие главные условия, что у него должно быть не менее 50% софинансирования? Только в этом году 43 якутских предпринимателя получили финансовую помощь на сумму больше 25 миллионов рублей. Туристическая отрасль движется вперед. Впрочем, как и бизнес Ильи и Марии. В следующем году пара планирует облагородить дорогу. В межсезонье добраться до турбазы довольно трудно. Дальше больше, верят супруги. Эржена Гармаева, Артумен Наговицын, Якутск. В Усть-Алданском улусе прошли мероприятия в рамках месячника «Белая трость», направленные на поддержку людей с нарушениями зрения. Центральным событием стала презентация цифровой лупы, которую районная библиотека передала местному обществу слепых. Современное устройство было приобретено благодаря национальному проекту «Семья» и поможет слабовидящим жителям улуса в чтении и повседневных делах. Кроме того, для членов общества, в котором состоят 62 человека, включая 2 детей, была организована встреча с представителями комплексного центра социального обслуживания и пенсионного фонда для обсуждения актуальных вопросов. Работа с такими слабовидящими людьми, с людьми с особенностями здоровья является одним из основных направлений работы библиотеки. И мы очень рады, что в этой нашей работе цифровые лупы будут оказывать большую помощь, и наши читатели со слабым зрением могут подойти и прямо в библиотеке прочитать новые книги, узнать какие-то новости, поработать. В Якутском музее имени Ярославского открылась выставка «Жизнь и творчество во благо родного Севера». Ее посвятили 85-летию народного писателя, государственного и общественного деятеля Якутии Андрея Кривошапкина. Он внес значительный вклад в развитие Севера Республики, современной политики по защите прав и языков коренных народов. На выставке были собраны сборники книг, как посвященные его политической деятельности, так и написанные самим Андреем Кривошапкиным. Именно благодаря ему наше движение получило такой широкий размах, с которой приобрел большое влияние в решении вопросов социально-экономического и этнокультурного развития наших народов, нашей республики. С его деятельностью мы связываем начало также и развития законодательства по защите прав коренных малочисленных народов Севера и в Российской Федерации.
Хамус на сцене Московского театра Терезы Дуровой в семейном музыкальном спектакле «Волшебная мельница Сампо». Особая роль отведена партии в исполнении якутских артистов. Уже несколько лет постановка удивляет не только своей сценографией и яркими образами, но и удивительными северными мотивами, горловым пением и другими образами из культуры народа Саха. За действием из зрительного зала наблюдал Максим Кардозу. Настоящая магия. Эти слова сразу приходят на ум, когда смотришь спектакль «Волшебная мельница Сампо» в театре Терезы Дуровой. За основу пьесы взят карело-финский эпос «Калевала». На сцене волшебники, мифические существа, герои и красавицы. Сказка о любви, жадности, добре и умении прощать. Мы в театре решили дарить ежегодно нашим зрителям премьеры с острым этническим компонентом, чтобы наш зритель как бы попутешествовал, как бы побывал культурно в разных регионах, соприкоснулся с разными эпосами. Несмотря на то, что эпос карельский, режиссер решил вплести в повествование северные мотивы. Так, на сцене почти все действие находятся две якутские исполнительницы. Они бьют в бубен, играют на хамусе, звучит горловое пение. В этой истории, в горловом пении, есть такое звучание природы, которого больше нет нигде. В чистом виде. Природа в чистом виде. Вообще, что касается якутского горлового пения, ну, во всяком случае, есть такая, как бы, идея, что у вас по-другому сложен слух. Вы слышите то, чего не слышим мы. Ия Микюсярова по профессии этнограф, но по первому образованию музыкант. В спектакль она попала по счастливой случайности и быстро вписалась в коллектив. В вокальных партиях есть основа, но именно вот эти вот какие-то звукоподражания включить, какие-то другие звуки включить, вот это вот именно в процессе самого спектакля появляется, что, оказывается, нужно здесь вот так вот звучать, а здесь вот так-то. По отзывам людям интересно, они как бы отмечают аутентичность. Многие дети начинают спрашивать, это кто, это что, это так люди могут или не могут. Как бы. Ну, мне кажется, что для детей, для того, чтобы это как-то вот развивать их какой-то кругозор, это очень здорово. Кстати, у драматурга театра Терезы Дуровой появилась идея поставить спектакль и по эпосу Олонхо, ведь самобытная культура народа Саха никого не оставляет равнодушным. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.